Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале декабря крестьянское хозяйство «Котрус» в пригородном селе Маган открыло современное картофелехранилище на 500 тонн. Такой объект удалось построить, использовав собственные средства и государственную субсидию. Субсидия была выделена по конкурсу. Какие еще виды поддержки сельхозтоваропроизводителям были реализованы в этом году, мы сегодня расскажем. Об этом и не только. Гость студии у нас Артем Александров, министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха. Артем Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Каким, на ваш взгляд, стал уходящий год для агропромышленного комплекса Якутии? Несмотря на все природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации и так далее, положение дел пополнения бюджета, мы считаем, что этот год мы завершаем стабильно, благодаря, конечно, нашим каждодневному труду наших сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, которые живут в селе, трудятся в этом направлении. Мы считаем, что стабильно мы завершаем, помимо всех этих моментов, которые я озвучил. Ну а какие основные плановые показатели можно отметить по валовому производству мяса, молока, картофеля? Текущий год мы считаем, что перевыполнение показателей, которые мы принимаем ежегодно в рамках подписанных соглашений с муниципальным районом, текущий год мы считаем очень стабильным, потому что практически все параметры выполнены. Есть перевыполнение, есть такие исторические моменты, где есть перевыполнение по зерновым направлениям, по кормовым направлениям. Вы видите, что по кормовым направлениям, по зерну мы исполнение выполнили где-то порядка 14 тысяч тонн, планы были 12,5 тысяч тонн. По сенажу мы выполнили 30 тысяч тонн, по силосу 30 тысяч тонн, по сенажу 14 тысяч тонн с лишним. Поэтому с учетом запаса кормовых, грубых кормов, выполнение где-то порядка 97%. По картофелю 100% выполнения, по овощам и по другим культурам тоже есть перевыполнение. Поэтому мы считаем, что этот год очень стабильно завершается. И мы считаем, что в рамках стратегического указа главы сделали хорошие шаги, считая, что по перевыполнению объемов пашни и так далее мы вышли на 59 тысяч гектаров земли с учетом пара. И по анализу мы вышли где-то перевыполнение на 4 тысячи гектаров земли. Это как раз тот план, годовой план, который мы рассчитываем до 30 года выйти на уровень 70 тысяч гектаров пашни. Поэтому есть заделы, есть выход на хороший результат и по объектам сельского хозяйства и так далее. Ну вот уже продолжая тему о достигнутых результатов, какие можно назвать такие самые знаменательные события? Знаменательные события, начиная с республиканских и межрегиональных мероприятий, это, конечно же, День оленевода, который мы провели этой весной на территории города Якутска. В рамках проведения данного мероприятия нас посетили очень много наших коллег с отдельных регионов, с Китая, с Монголии, оленеводы переехали. И очень было отрадно слышать молодых ребят, молодых девчат, которые работают на общинах своими родителями, что даже получив образование, они и имеют желание все-таки приехать обратно, работать в отрасли оленеводства, рыболовства и так далее. Это очень было отрадно. Помимо этих мероприятий, на самом деле в текущем году было очень много направлений и регионального масштаба мероприятий. Это День коневода, который мы провели в Мегино-Кангаласском районе. В силу бюджетных источников, в силу сегодняшней ситуации, мы данное мероприятие будем проводить один раз в 3 года. Мы об этом озвучили, проводя в это мероприятие в Мегино-Кангаласском районе. То есть будем приоритеты ставить более-менее на производственную часть. Поэтому направление, которое было акцентировано на кадровое обеспечение было в текущем году проведено немало совещаний, круглых столов. Совместно мы в этом году впервые в истории провели коллеги с Министерством образования в Мегино-Кангаласском районе.
есть вышло серьезное постановление коллегии, над тем мы сейчас работаем. И мы считаем, что молодые кадры в АПК в рамках исполнения стратегического указа главы «Достойные кадры в АПК», вот как раз мы начали задел совместно с Министерством образования и нашим Арктическим аграрным университетом, нашим сельхозтехникумом, с общественностью, конечно. Ну и также вот с этого года в республике утвержден новый механизм, да, поддержки сельхозобъектов малой мощности. Какие проекты уже были реализованы инвестиционные? Ну, благодаря нововведению, внесению изменений закона переданных полномочий, мы расширили полномочия муниципальных районов, и благодаря этому направлению мы видим, что в этом году построено очень много объектов, введено очень много объектов недвижимости сельского хозяйства направления АПК. Порядка 70 с лишним объектов будет вестись в следующем году. Порядка 30 с лишним объектов переработки модернизировано, приобретено оборудование. И мы считаем, что в этот год, несмотря на все кризисные моменты, это сделан такой серьезный задел в районах. Все видят, что есть сегодня стабильное направление и желание работать на местах. Все-таки мы видим, что главы районов подключились очень серьезно, и акцент в основном сделан на направлении животноводства. Построены сайлыки, литники, построены животноводческие комплексы, построены овощехранилища и так далее. Помимо этих объектов построено в инвестиционном направлении зерносклады, крупные объекты, мы считаем, в этом году буквально на днях будет открыт в селе Хангаласского района круглогодичный тепличный комплекс на 1000 квадратных метров. Это, наверное, первый районного масштаба круглогодичный комплекс, почти промышленного масштаба. Поэтому мы это направление будем пилотировать по районам. Ну и вот сейчас тоже одной из ключевых задач является создать условия для зимовки скота и лошадей. Вот как в общем проходит зимовка? Но, как я озвучил, в текущем году выполнение плана по грубым кормам составил 413 тысяч тонн. Это порядка 97%. Но с учетом запаса грубых кормов мы вышли на 100% практически. Сенажа мы, как я озвучил, заготовили порядка 14,5 тысяч тонн, выполнение на где-то в 10%, и 30 тысяч тонн заложили в силос. Это на 27% выше, чем поставленный план. Поэтому кормовой рацион в текущем году стабильный, и мы считаем, что в рабочем режиме зимовка будет в штатном режиме под контролем. Ну и вот здесь хотелось бы уже остановиться немножко подробнее. Какие основные проблемы имеются на сегодняшний день в отрасли, как они решаются? Единственная основная проблема – это, конечно, доведение источников. Буквально после утренней дойки, не ошибусь, смотрят наши сельхозтоваропроизводители с датчика молока, лишние подсобные хозяйства оленеводы ждут своих источников. И 1 300 000 000 рублей, остаток по ассигнованию в текущего года, я более чем уверен, что министр финансов, мой коллега, сдержит свое слово, и все источники мы доведем до конца года. А вот какие основные цели, задачи ставит министерство на следующий год, и на чем будет сделан такой самый главный основной акцент? Главный основной акцент – это, конечно, продовольственная доктрина, утвержденная президентом нашей страны. Это, конечно же, стратуказ нашей главы развития сельского хозяйства до 2030 года. Это наша основная целевая задача. Мы первые заделы уже сделали. Поэтому укрепление продовольственной безопасности, увеличение самообеспеченности нашего региона – это основная целевая наша задача. Мы ни одним видом продукции себя не обеспечиваем, к сожалению, советское, даже самое пиковое время мы не обеспечивали. Поэтому целевая задача, где все расписано в стратуказе, портфеля проектов, именно в этом направлении будет продолжено. Я считаю, что тот проект второго этапа внесения изменений в закон в рамках переданных полномочий, она будет начата со следующего года и вступит в силу, если мы получим одобрение с 1 января 2027 года. Мы знаем, что
нас ждут и очень много изменений в законодательстве бюджетного кодекса 2027 года, поэтому в этом направлении готовимся. Уже введена система работы электронного бюджета, мы это почувствовали в этом году. Мы в прошлом году полностью провели техобучение наших бухгалтерский и экономический состав блока АПК. И мы готовы с 2027 года все перетрансформироваться и в силу всех вызовов начать работу в рамках исполнения нашего стратуказа главы Александра Сергеевича. Ну и вот еще буквально на прошлой неделе вот мне удалось посетить хозяйство Котрус, о котором мы говорили, да, вот буквально в начале эфира. Очень хорошая субсидия, да, в размере 42 миллионов. Скажите, а какие еще есть такие программы, которые также могут вот составить поддержку такую? Ну, вы знаете, вот очень в последнее время, 5 лет, мне не дадут соврать сельхозтоваропроизводители, инвестиционная часть, она оптимизирована. Мы видим, что бюджет сегодня имеет положение нестабильности, мы это понимаем, и все наши сельхозтоваропроизводители понимают, но тем не менее есть такие продукты, банковские продукты, которые так называемые льготные кредитования, инвестиционная составляющая и оборотных направлений. Поэтому мы в этом году, благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, определенный портфель данных источников получили. И это вот направление имеет посыл для поддержки вот таких направлений инвестиционных характера. Если в бюджете, региональном бюджете не хватает источников, соответственно, этот институт и через ФПК Туймада вот имеем возможность все-таки построить такие крупные производственные объекты, будь это зернохранилище, будь это овощехранилище. И вот направление животноводческих комплексов и скороспелого направления. Это свинокомплексы, это птицеводческое хозяйство, малые мощности, средних мощностей. Ну и вот благодаря таким вот программам также уже второй год, я как знаю, что идет обеспечение в Арктику, допустим, тем же самым картофелем, да, не привлекая с других регионов. Как сейчас вообще дело в Арктике с обеспечением? Ну, есть отдельное министерство, коллег Министерства Арктики, которое через Арктическую торгово-логистическую компанию, акционерную компанию, обеспечивает 13 арктических районов, построено практически у всех арктических районов торгово-логистические центры, которые обеспечивают социально значимыми продуктами питания по цене города Якутска. Это, мы считаем, правильный подход, и мы в этом направлении тоже подключаемся. Вот буквально со следующего года есть в рамках федеральных источников мы будем поддерживать их хлебопечение. И считаю, что то направление, которое будет вестись по федеральным источникам, очень много будет изменений со следующего года. Национальные проекты поменялись, свою трансформацию. Соответственно, будут отдельная поддержка и участников специальной военной операции, и молодых людей, которые будут заниматься агробизнесом. Поэтому нас ждет такая более-менее в виде трансформации вот, и с федеральными и региональными источниками, и поддержки молодых кадров с учетом изменения тех мероприятий, которые мы проводим сегодня. Ну что ж, Артем Александрович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.